Дорогие земляки, дорогие нюрбинцы, я вам шлю привет из города Якутска. Я Капиталина Капитоновна Алексеева, которая родилась и жила в Нюрбе, и вся наша большая семья жила в Нюрбе. Короче, мы нюрбинцы. Так, сегодня у нас разговор пойдет, посвященный ко Всемирному дню борьбы с онкологией. Почему эта тема? Дело в том, что я столкнулась с этой тяжелой темой 12 лет тому назад, когда у меня врачи обнаружили рак желудка. И в результате я прошла тотальную гастректомию, то есть у меня полностью удален желудок, химиотерапию, тогда очень тяжелую, но, как говорится, я выжила, и я начала задумываться, для чего же-то я выжила, я для чего-то не умерла. И тут я решила, что на самом деле люди думают, что они никогда раком не заболеют. Вообще люди не задумываются, когда они здоровые, они не задумываются о том, что когда-то заболеют, тем более раком. Конечно, нет. И, конечно, никто не информирован, и никто не готов к этому. И когда человек заболевает раком, он получает страшный шок. Страшный шок и приходит к врачу как чистый лист. Из чистого листа, и он ничего не понимает, какая стадия, как лечиться, что будет, что его ждет. Он просто думает, что это уже все. Жизнь на этом закончилась, что рак – это приговор. Так было раньше. Даже вот 12 лет тому назад, когда мне делали операцию, там химия была очень тяжелая. А за 12 лет у нас наука очень пошла вперед, особенно онкологическая наука, и сейчас очень много изменилось. Если 12 лет тому назад в Якутске онкологический диспансер размещался в многоквартирной КПДшка, да? И операционная была просто малюсенькая, и сами врачи после операции таскали больных на себе, то теперь строится роскошный в Сибири, на Дальнем Востоке онкологический центр, который будет запущен. Очень много оборудования закуплено, очень много современного, дорогостоящего оборудования. И во многих улусах уже открыты центры амбулаторной онкологической помощи. Они тоже должны как бы помогать. Но самая большая проблема в ранней диагностике и в реабилитации. Сегодня немножко поговорим об этом. Почему ранняя диагностика? Дело в том, что рак подкрадывается незаметно. У него симптомов особых он не показывает. И когда симптомы он начинает показывать, начинаются боли, это уже 3-4 стадия. Это очень плохая стадия. Но наука такое развитие получила, и медицина такое развитие получила, что сейчас даже с 4 стадии есть шанс человеку выжить. Есть шанс, и этот шанс, он действительно реальный. И в этот момент наступает такой период, что первая болезнь, второй доктор и третий врач, и третий больной. Вот 3 человека, три вещи должны друг другу помогать. И самое главное, очень многое зависит от того, как вы будете настроены. И доктор может вас спросить, когда увидит, что вы совсем уже руки опустили, что у меня 4 стадия, он может спросить: ты жить хочешь? Конечно, кто не хочет жить? Все хотят жить. И если мы хотим жить, то мы не должны опускать руки. А 1 и 2 стадия, она обнаруживается на диспансеризации, в этом онкопоиск делает. Это все бесплатно. Это все только приди, себя принеси, сядь на автобус, приезжай в поликлинику или там онкодиспансер и пройди эту диспансеризацию. И там могут врачи обнаружить уже 1 и 2 стадию. А это совершенно оптимистичный выход. И это вот ранняя диагностика. Почему люди наши почему у нас страдает ранняя диагностика? Потому что мы не обращаем внимания на свое здоровье. Если что-то неважно чувствуем, думаем: ладно, пройду. И, конечно, мы про плохое не думаем. И думаем, это все, наверное, это просто устал, когда чувствуем слабость. И поэтому мы запускаем. А просто если хотя бы ежегодно проходить диспансеризацию, это очень бы помогло. Насчет реабилитации. Когда я выписалась после химиотерапии, которая была очень тяжелая для меня, выписалась из больницы,
я поняла, что реабилитацией моей никто не собирается заниматься. Я туда-сюда мыкалась, прихожу к одному врачу, ко второму врачу, как мне жить, как мне питаться без желудка. Никто ничего не знает, говорят, вам все сделано, что вы от нас еще хотите. И я поняла, что, оказывается, такой вообще службы нету, реабилитации онкологических больных. И я решила, что я же не одна, заболевшая раком и выжившая. Нас же таких много. И потихоньку написала книгу «Настанет день». Вот эта книга моя «Настанет день». И здесь я написала все свои лекарства и какие проблемы мы встречаем, когда заболеваем раком. Реабилитация онкобольных – это такой вопрос, который на государственном уровне решается. Просто у нас еще сверху не спущено, чтобы готовили врачей-реабилитологов именно по онкозаболеваниям. И, конечно, это получается, что реабилитация – дело рук самих утопающих. И мы решили создать проект «Антирак. Поддержка выживших» и начали работать по этой программе. И знаете что? Когда люди вокруг политики, люди могут не объединяться, а вокруг общей тяжелой болезни люди объединяются легко. И мы, те, которые выжили, стали собираться на наши встречи, стали приглашать психологов, особенно психологи в этот момент нужны, стали приглашать узких специалистов, диетологов, онкологов, кардиологов, потому что лечение рака предусматривает, что обостряются все другие болезни, и весь организм человека страдает. Нашему проекту уже 5 лет. «Антирак. Поддержка выживших». И мы, слава богу, получили 2 гранта главы республики, и благодаря этим грантам мы проводим очень большую работу именно по поддержке наших выживших. Я надеюсь, что в Юрбе наши земляки, мои земляки, тоже объединятся. Не надо бояться, что у тебя рак. Потому что вот есть же понятие, что если у тебя радость, поделись с друзьями. А если у тебя беда, наоборот, ты должен делиться с друзьями, делиться с родными, делиться с коллегами, рассказывать, общаться. И знаете, вот я по себе знаю, что когда уже раскрыл, что у тебя рак, что у тебя онкологическое заболевание, и что от людей не убегать, не скрываться, что-то не прятать, то легче намного становится, что, оказывается, тебя поддерживают, тебя сочувствуют, и тебе хотят помочь. И даже самое доброе слово, и то хорошо. Поэтому нужно изменить именно отношение к этой болезни. Надо помнить, что рак не приговор. Это такое же заболевание, как сердечные, как почечные, там еще какие-то тяжелые болезни же есть, но рак, он имеет свои тяжелые побочки. Просто нужно больше заниматься собой, и не надо уповать на то, что кто-то о тебе задумается. Надо взять ответственность на себя, что ты сам отвечаешь за свое здоровье, а здоровье – это самый большой дар. Я желаю вам всем здоровья, и те, которые болеют, те, которые их родным, близким, не сдаваться и верить, что самое лучшее впереди. Помните, что ветер ломает слабые деревья, а вы должны быть сильными. До свидания.